В республике тем временем дан старт всероссийской масштабной тренировки по гражданской обороне. Учения включают проверку системы оповещений и практическую отработку действий при возникновении условных чрезвычайных ситуаций. Задачи по тренировке, направленные на совершенствование практических навыков личного состава сил гражданской обороны, приемов и способов защиты населения, поставил глава Коми, руководитель по гражданской обороне региона Владимир Уйба. Получили вводную, отработали в соответствии с регламентом. Были мелкие замечания, которые были высказаны участникам проведения учений, а также были даны рекомендации предприятия для того, что им необходимо в первую очередь выполнить, чтобы таких ситуаций у нас не произошло. В Главном управлении МЧС во всех пожарно-спасательных гарнизонах региона проведены строевые смотры, проверка готовности сил и средств. Приняты зачеты по радиационной химико-биологической защите. Так, по заданию в результате техногенной аварии произошел выброс опасного вещества. В ходе учений были приняты меры по недопущению распространения отравляющего облака, эвакуация. Работа с данным оборудованием связана с особыми условиями. Спасатели, которые в него используют и включаются в аппараты, проходят специальное медицинское обследование. Работа эта связана с тяжелыми физическими нагрузками. Это высокая температура, это раздражающие факторы, которые еще утягощают работу в таких аппаратах. Поэтому долго работать нельзя, и плюс еще идет ограничение по времени, которое можно выполнять в данных аппаратах. Также в рамках тренировки во всех муниципалитетах региона пройдут тактико-специальные учения по ликвидации условных ЧС. Будут проверены системы оповещения населения.